аяр саргым кынатынан айым сирин алгы кугон сакам кирбик майгытынан аргы кистен жоллох болгон сакам сирен сакам сирен сарыдан алака каркытта кардан дойдум сыйласына улуу таптал аспан күйе сакам сирен Сакам сире мин кутум сүрүм, сакам сире мин үрдүк кийейим, сакам сире мин ыллыр кырым, тапталлар мин сакам сире. Сакам сире, сакам сире, сарыдан сакам сире.
сар жомор күн отын көрсүр керети сарга сарылын кытары бумандык сырдыгы сылахи иреннан уктар күн сирин жолон юрагы кайтаюгар берги журулур жиример ал кыгыныр чыла кологу жылга бүтүнники түлкөтүн сакабыт сайдарын тугар бир сана соого болары бумандык сырдыгы сылахи иреннан уктар күн сирин жолон юрагы кайтаюгар берги журулур жиример Күйеридин төлкөлөн чычагы жоп чарарын үтүн кытары бумандык сырдыгы сылахи иреннан уктар күн сирин жолон юрагы кайтаюгар берги журулур жиример бумандык сырдыгы сылахи иреннан уктар күн сирин
Тапталлах теребит дойдубун, ахтабын саны білейгин, ән ырасалдыңар ойдаран, көтем мине хеттен еғе, дойдум менен керегин, умном соға мен эйгин, үне сайда тур курутун, үтеға үрдікке тәрдіс. Үгіз дасылар ахықтара, атын сірдері мен көрсігім, олда болар көруп санығын, тапталлах теребит дойдубун, дойдум менен керегин, умном соға мен эйгин, үне сайда тур курутун, үтеға үрдікке тәрдіс. Дойдум менен керегин, умном соға мен эйгин. Добрый день, уважаемый президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич. Добрый день, участники празднования Дня Республики. Сердечно поздравляем вас с Днем Республики. Приглашаем занять почетные места Штырова Вячеслава Анатольевича, президента Республики Саха-Якутия, Акимова Александра Константиновича, вице-президента Республики Саха-Якутия, Кириллина Сергея Михайловича, главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Басыгысова Виталия Николаевича, депутата Государственной Думы Российской Федерации, Миронова Дмитрия Николаевича, председателя Конституционного суда Республики Саха-Якутия, Соломова Николая Ивановича, председателя Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия, Борисова Егора Афанасьевича, председателя правительства Республики Саха-Якутия, народного писателя Якутии, героя соцтруда Дмитрия Кононовича Сивцева Суаруна Малона, дочь Платона Алексеевича Аюнского, Сардану Платоновну Аюнскую, Корякина Дмитрия Панкратьевича, главу муниципального образования Намский улус. Начинаем традиционное празднование Дня Республики в Музее истории государственности имени Максима Кировича Амосова.
Саха-Якутия, Штыров Вячеслав Анатольевич. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, уже установилась хорошая традиция со времен первого президента Республики Саха-Якутия Владимира Николаева проводить здесь 27 апреля День Республики мероприятие, посвященное Дню Республики. В прошлом году в этом зале мне довелось выступить перед участниками собрания, посвященному Дню Республики, с кратким концептуальным изложением того, как будет реализовываться президентская программа, президентская предвыборная программа. Я тогда говорил, и сейчас говорю, что вся работа, которая планируется и которая на самом деле воздвигнулась в Республике Саха-Якутия, это является прямым продолжением и следствием той работы по созданию государственности нашей республики, которую проводили наши великие предшественники, прежде всего Максим Георгиевич Амосов, и которая завершилась созданием Якутской автономной Советской Социалистической Республики, исторически первой формы государственности на территории нашей Якутии. Государственность Якутии – это был ответ на чаяние народов, которые населяли республику, потому что они видели государственность Якутии возможность для того, чтобы самостоятельно решать свои вопросы, исходя из специфики суровых северных условий. Они в этом видели возможность сохранения обычаев, традиций, а в конечном итоге этносов, которые населяют республику. Они видели также в этом возможность увеличить вклад в республике развития нашего единого российского государства, которое в то время было Советским Союзом. Именно в этом контексте, именно в этом русле и развивалась государственность Республики Саха-Якутия. И можно ответить, важные вехи в ее развитии – это и создание первого органа государственной власти, управления первого правительства автономной Советской Республики. Это и принятие первой Конституции, и последующие изменения Конституции в соответствии с требованием времени. Это и принципиально важные решения, которые были приняты на рубеже 80-х, 90-х годов. Это все прямая линия развития государственности, развития нашей республики. Сейчас работа в этом направлении продолжается. Мне уже доводилось говорить, и я сейчас все равно повторю, потому что именно в русле моего прошлогоднего выступления о том, как будет развиваться республика, на самом деле развивается событие. За прошедший год проделана большая работа в области государственного строительства. Во-первых, подписана новый вариант или новая редакция договора о разграничении предметов ведения полномочий между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия. Это принципиально важно. И я могу сказать, что мы первые из субъектов Российской Федерации, которые подписали такой договор после того, как истек 5-летний срок тех договоров, которые были подписаны в середине 90-х годов. Этот договор закрепил те основные завоевания и позиции республики, которые были достигнуты в начале 90-х годов, связанные с суверенитетом, связанные с возможностью республики самостоятельно распоряжаться своими природными богатствами. Это очень важное политическое событие. Это свидетельство авторитета республики среди других субъектов Российской Федерации. Это свидетельство и доверия руководства Российской Федерации Республики Саха. В прошлом году были приняты важные решения по совершенствованию нашей Конституции, основного закона Республики Саха. Эти решения были вызваны жизненной необходимостью, потому что, с одной стороны, наша Конституция принята на рубеже 80-х, 90-х годов, то бурное время, когда мы просто мечтали, думали, значит, о будущем, еще не зная о том, каким оно будет. И поэтому некоторые положения нашей Конституции, может быть, опережали и опережают свое время. Они были несколько идеально, умозрительные. Это было идеально модельное, идеальное представление того, значит, что будет в будущем, каким мы хотим видеть нашу республику. С другой стороны, Конституция содержала в себе многие положения, которые уходили из старого времени. Явно некоторые ее положения вступили в противоречие с теми социально-экономическими условиями, которые фактически живет в республике. А как известно, любые нормативные акты должны соответствовать жизни. Жизнь первична, общественно-экономический строй, фундаментальная основа первична, а потом это закрепляется в виде свода законодательства. Это была одна сторона дела. Другая сторона дела
заключалась в том, что в более поздний период времени была принята Конституция Российской Федерации, и наша Конституция, как более ранее, не соответствовала некоторым положениям более поздних принятых федеративных Конституций. Конечно, возникла необходимость приведения для того, чтобы свод законов Республики Саха-Якутия соответствовал времени, соответствовал федеральной Конституции, соответствовал принципам построения федерального государства, которые были изложены в новой Конституции Российской Федерации. Это сложная работа, потому что на самом деле в ходе этой работы надо было сохранить фундаментальные основы государственности Республики Саха-Якутия, сохранить те завоевания, которые были заложены в Конституции 1992 года, имеется в виду и понятие суверенитета, и возможность республики распоряжаться собственностью, и понятие гражданства республики и так далее. С другой стороны, необходимо все это было совместить с теми требованиями, о которых я уже говорил. Поэтому это была сложная творческая работа. Это работа, которая требовала философского подхода, значит, определенной гибкости. Конституционная комиссия, образованная при президенте Республики Саха-Якутия, справилась с этой работой, и сегодня мы говорим о том, что впереди еще большой законодательный путь, но основное принципиальное решение принято. Среди других вопросов, связанных с развитием и укреплением государственности Республики Саха-Якутия, были приняты решения, связанные с изменением структуры органов государственного управления и государственного собрания, который стал однополатным, чтобы позволить нам придать новую динамику законодательного процесса в Республике Саха-Якутия. Произошли серьезные изменения в структуре органов исполнительной власти. В прошлом году были приняты фундаментальные решения по переходу на местное самоуправление. Это был сложный вопрос. Вы знаете о том, что мы сами спорили несколько лет о том, что переходить на самоуправление надо, это было ясно всем. А вот как переходить? Этот спор был нескончаемым. Наконец, в прошлом году был образован специальный совет при президенте Республики Саха-Якутия по местному самоуправлению, в который вошли представители законодательной, исполнительной ветви власти, представители УЛУСов республики, просто специалисты, знатоки, значит, этих вопросов. В результате работы совета была подготовлена концепция перехода на местное самоуправление. На основании этой концепции было принято серьезное решение по изменению Конституции Республики Саха-Якутия, в которой были введены необходимые статьи, связанные с переходом на местное самоуправление. Был свод законов о местном самоуправлении создан. Мы провели референдум и, наконец, в конце прошлого года состоялись выборы представителей исполнительного органа местного самоуправления. И теперь перед нами стоит задача, опираясь на эту организационную работу, которую мы в прошлом году провели, развить, наполнить жизнью местного самоуправления как важный элемент дальнейшего развития государственности Республики Саха-Якутия. Укрепление республики, укрепление государственности и суверенитета связано не только с решениями, которые связаны с государственным строительством, но это и работа по всем другим направлениям. И в прошлом году были приняты и разработаны специальные программы социально-экономического развития республики, которые охватывают развитие базовых отраслей республики и развитие социальной сферы и дальнейшее развитие архитектуры области. Я хотел бы сказать, что вся эта работа, она невозможна вне исторического контекста, вне опоры на то, что было достигнуто в настоящем времени. И в этой связи я не могу не остановиться на таком важном вопросе. Двигаться вперед, развивать республику можно только с позиции исторической, с позиции понимания того, где ты находишься и что было в прошлом. И в этой связи очень важно сохранение духовного устроя общества, народа. В этой связи очень важно ценить свою собственную историю, ценить людей, которые оставили свой след в истории республики. Я говорю это потому, что время от времени периодически развиваются разные компании, которые, грубо говоря, можно назвать извержением мира. Когда начинается огульная критика тех людей, которые много сделали для республики, когда начинается оспаривать их заслуги, когда вслед достаются сомнительные документы, на основании которых пытаются внести смуту в общество. Это касается и нынешней кампании, которая развернута некоторыми в отношении Платона Аюдского. Это касается, значит, и других деятелей Республики Саха-Якутия. И не только Республики Саха-Якутия. Давайте в конце концов вспомним, что произошло с нами в конце 80-х и 90-х годов. Да, конечно, к этому времени было, можно сказать,
сказать, определенные кризисные явления в развитии Советского Союза, в развитии нашего общества. Но любой кризис преодолим. Если понятны его истоки, если есть четкая воля выхода из этого кризиса. Однако мы не смогли с этим справиться. И прежде всего, потому что была проведена массивная кампания по очернению всего прошлого, по подвержению сомнению того, что было сделано вообще в истории России за сверхтысячелетнее существование, и в частности за советский период времени. Это был первый шаг к развалу одного из самых великих государств в истории человечества Советского Союза. Именно очернение истории, именно оспаривание, подвержение сомнению роли людей в этой истории, основных идей, которые двигали этими людьми, подвержение сомнению чистоты их помыслов. Именно это был первый шаг к развалу государства. Мы должны понимать, что если это будет продолжаться, то будут трудности в развитии республики. Вот почему я говорю, что с одной стороны правительство Республики Саха-Якутия занимает твердую позицию в оценке деятелей прошлого. Мы высоко ценим, считаем великими людьми тех людей, которые основали нашу республику. Прежде всего Максима Кировича Амосова, Платона Юнского, Сидора Баракова. С другой стороны, к защите наших героев должны подключиться и общественность. Каждый должен сказать свое слово. Я также хочу сказать, что в историческом контексте негоже каждый год свергать памятники, переименовывать улицы, площади и так далее. Разве у нас нет таких объектов, разве у нас нет новых микрорайонов, разве у нас нет новых поселков, городов, которые мы можем назвать любым именем? Это первый шаг к тому, чтобы оспорить самих себя, к тому, чтобы подвергнуть сомнению своей души. Этого нельзя делать. Я думаю, что в республике сложился нормальный климат доверия между людьми. Вот прошлогоднее празднование 370-летия со дня вхождения Якутии в состав России, празднование, посвященное 80-летию со дня образования Якутской автономной Советско-Социалистической Республики. Некоторые говорят о том, что вот зачем это все делалось, значит, это слишком большие деньги, это как бы демонстрация, значит, республики на уровне Российской Федерации. На самом деле нет. Мы делали это не для внешнего употребления, мы делали это для самих себя. Для того, чтобы заставить самих себя вспомнить, остановиться, подумать о том, где мы находимся, оглянуться в прошлое, вспомнить свои лучшие традиции. И я думаю, что эти празднования, они как раз и показали, что народ республики привержен историческим традициям, которые сложились в глубине веков и которые присущи нам. Это интернационализм, это чувство взаимовыручки, это чувство ответственности за свою республику и стремление сделать ее лучше. Это очень важный итог. И это мы должны ценить и продвигать. Уважаемые товарищи, я хочу поздравить вас с таким большим праздником, Днем Республики, пожелать счастья, здоровья, уверенности в будущем и хотел пожелать радости этого творческого труда, который у каждого из вас посвящен нашей республике. Спасибо. Слово предоставляется председателю Государственного собрания Юктумен Республики Саха-Якутия Соломову Николаю Ивановичу. Тарталлах, президент Республика Балдыгар, Вашталлах, Республика, Намбулун, Катырып Нейлеген Локтавтыр. Катырып, Саха-Елен историкалар бейін жоғындар несіналар өтік маңды. Бұл нейлекка қаларынақ аңды демсіргі Максим Кирович Амосов күн сірі көрді. Биллилар партийного государственный деятель Максим Кирович Амосов Саха-Елен государственного локтавтыр. Оğuzcular gönderim belirten Республика Бастығы президенті Михаил Ефимович Николаев Максим Кирович Амосов атынан государственный премияны ұлықталды. Саха Республикасы президенті Вячеслав Анатольевич Туров былырын Саха автономиятын ауынсыла перейти күнігер Қатырықтағы Мемлекеттік музейі Максим Кирович Амосов атынан Саха Республикатын государственный историятын Республикадағы музейін государственной учреждениялар улардан территорияна ұяққа.
Bu yapıydı Ruspa orta исторический документ birgin sorok ellerin demokratlarının atnaçılar hevesken olur historiyatın askılı olun harapta ölbörde atıyor. Sakay'ın çoğu valıkları Maksim Kirvişan Mosap, Platon Alexeyevich Yunskay, Isidar Nikiforovich Maraka, Stepan Maksimovich Ashakov, onda da Respublika автономияны кыларып турган үстәвленин көтүк чакчы история кирен үйдө олаптыр. Басак. Үйгө састав Максимовса Саховаларга автономия берен дагыларын туган Россиядагы коммунистик партия массовыктар комитеттерин генеральный секретарь Сталинны талап этти. 1991 Ленин партия комитет политбюроларын Сахавтономная советская социалистическая республиканың çok kötüydü. Getirgemde Maksim Kirvişan Mosap Ленин'e terörlüsüydü. Ondan bütün Rusya'da ikinci ilan komitet İtetiğine 1901 yıllarda hususlar bir tettiriliyor ve etkinliklerden tükerkekte. Sağdemde 1903 yıllarda hususlar bir tettiriliyor. O iki yılda Sahaptırmağına Zekes'te Respublika Sahaptırmağına sunucunun ilerlemekte. Törüm sokun Baharlıktan iki gün hususlar hükmetine Respublika günden bildirilmekte. İltimen bu konstitusyanı askı sılga sımarttan onur ülkede süngülen tümüklerden. Onun minevine anlamıştık jonları onda Respublika nurvatların Respublika gününden iltimen adında devam edildik nurumda. Kelengil kılga Prezident iltimen olan Respublika Pravistota Sakha Respublika'nın bozlaştığı tutulduğu Norveç'in Respublika'nın historiyatlar iyiler kaçkacalıları bulundular. Sakha Respublika'nın konstitusiyatının onunla sokonların Rusya konstitusiyatının onunla federalına okonlar intibirlerler söktü beğenleri yıkıl çoktuk tokanan bakıcının devletlerinin nükterinden. Felak bölümlerin diresleri kurmuşken Respublika bozlaştığında pravoy statü suverenitetin onunla Respublika vakti tutulan Tüm torbalar statiyaları konularından aldılar. Referandum tümünden doğru bütünlüğü bizim olan Respublika Rus Oriyon tarafından beyni alan yetkiyle munisipaline hayal organları kuvvetleri trendi aktı vardı. Uzlaştığında bulan organların strukturalar bulayılar gittiler. Respublika Prezidentiler Respublika bağlılığının statüva verildi. Prezident ona iltimen ilk kadınlarılar bir yıldan sonra bir kayıslardan orşetolu bulan eylemde aktiviteleri fiilinde. Politiyeste partiyalar, общественный хокукlar elbilerine dilenelere, Sakha Respublika'nın prezidentine, властного общества и kartlarılar, kartlarında bir köylülerin doğulan düğeriştiler. Kıtığın çaktalılarga, tuayla, Orod Kayıştıların sürü salalarıyla, Uzlaştığında programlar belirtildiler. Rusya subyektöründen bastığından Rusya Federasyonu Sakha Respublika'nın uzlaştığında bulan organların kartlarıyla olmuşyanı türsüge doğrular iyi baktı. Ve hali uzak olarak da Sakha Respublika'nın doğruların 100 asambleyede oldu. Onu Respublika vice-prezidentine daklar oldu, Respublika prezidentine diletti. Asambleyada kılattırı Respublika'nın dikilim saytları çoğu bir katımsen, Özsü Samoğlu'nun canlarlıqtık, ayıqlıqtık birlikte Sakha Respublika'nın nörotlarının ıhıtardı. Respublika prezidentine dikkat edince 3 yılı Platon Alexeyevich Yunskay yılına bildirdi. Norveç yolun sorumluluğu düştüğü
канавы лохтором только Платон Алексеевич Минскай. Все, ты что-то он се толлаха. Поэтому должен был Максим Кирович команду судьюда. Как тебя каскилла народ бегине тыннактыр бол батамына инникот көрек биогонда бияка тоая күндү гражданды ие бар этиген онда биютус кутбол үлләгенген әйяка мактал болуктун яктыреди. Күн бүгін сағаныр ота бәйтінер көйді сағынылат санала білірнөк революционердарын сағайрылар басқығы көзларышынлар кілдербен тоқтауы чағып қайталарына ұлычылау болыттырын бар. Көзларышынлар Республикадағы музейін бәттәғі деді тұлынан сетті қорықты музей көбіқарай республика бюджетігер кейіпті музей материалистік басының органюга көмі оларсылла еттіменейінен попечительская советтілігінде. Мандыға чоқтүйлі сағыланна. Тақтырылдар товарищтар, егіні бұқабарығытын еттімен артықтан үсі көбірі республика күнінен кәленерен бербай май ұлға емірайниктарынан итің-істіңнің ағында дейбін әлбәқ тоғыртын ораттыр күмсән бейінгі тоғырыван әйләқті олар республикатылар ақырен олығын келесеске құрғыттарғар тирағаян үтчәді патетихиеске тінні итерін ағатығар ақсава четейіне қат бейттемей ағатығар үке дұрғыйыны жолағыны республикамды декайтетігар етейілі білені бағар. 2003 год указом президента Республики Саха-Якутия Штырова Вячеслава Анатольевича объявлен годом Платона Алексеевича Слепцова-Аюнского. Слово предоставляется Сардане Платоновне Аюнской, дочери Платона Алексеевича Аюнского. Уважаемые руководители республики, уважаемые гости и земляки Константиновича. Сегодня день православной Пасхи, днем светлого праздника православия и днем рождения нашей республики. В русском языке есть прекрасное слово, пришедшее к нам из других веков, побратим. Названный брат, единомышленник. Узами взаимной дружбы и верности были связаны в жизни Максима Амосова и Платона Слепцова-Аюнского. На заре прошлого века в городе Якутске встретились два подростка из глухих улусов. Оба были выходцами из многодетных семей. Обеих привела сюда жажда знаний. Невзирая на бедность, родители хотели дать образование своим даровитым от природы детям. Мальчики были гордостью, надеждой и опорой старости. Судьбе было уготовано завязать жизнь Максима Амосова и Платона Аюнского неразрывной узел. Учились они в одном учебном заведении. Жили на хлебах у одного хозяина. Сколько же было юношеских мечтаний, задушевных бесед, разговоров и споров о судьбе родного края и родного народа Саха. Отцами век диктовал свои вечные темпы развития восприимчивой души меньшей, как будто впитывали все лучшее передовое. В их жизни было все. И первые молодежные нелегальные кружки, рождавшиеся национальной интеллигенции, подпольные кружки среди большевиков Ленина и опьяняющие свободы первой февральской и октябрьской социалистической революции. Имена Максима Амосова, Платона Аюнского и их соратников Степана Шакова, Исидора Баракова, Степана Васильева и многих других навечно вписаны в историю Якутии. Они шли в авангарде всех тем. В фондах Национального архива Якутии сохранилось немало документов, отражающих две дружбы двух великих сыновей народа Саха Максима Амосова и Платона Аюнского. В одной из прошений Платон Слепцова на имя директора учительской семинарии сказал: будучи не в состоянии купить себе жилье, не имея со своей стороны средства, кроме школьной стипендии, покорнейше прошу вас, вашего загородия, отпустить мне на школу. У меня нет собственной школы, пока на время ношу школу Максима Амосова, но на чужое добро, на
надеяться нельзя. Вот возьмет, когда ему захочется. И поэтому надеюсь, что педагогический совет войдет в мое положение и поддержит мою группу. Почему я готов приток? Это было написано 7 декабря 1915 года. И на решении стоит виза. На школу выделили 15 рублей 50 копеек. Так вот это все сохранилось в машине. Сохранились и телеграммы, посланные Платоном Наивом, директор учительской Сметанин. Вот одна иркутская гласит о том, что обокрали, прошу совет помощи, солдатская, Марковой, Платон. Ему было переведено 134 рубля, собранные подпиской. Это были по тем временам очень большая сумма. В ответ Платон из Томска послал телеграмму. Спасибо вам, спасибо всем, поступая в институт Максиму Симоновская, 19, Платон. Вот граница через всегда вместе и в беде, и в радости. Вскоре их закрутил водоворот революции. Перед разлукой они обменялись фотографиями. На обороте своей Платон написал такие слова. Друг Максим, храните память нашей дружбы и помните светлые дни Великой революции в Иркутске, когда нас порицали в уголках старики и старухи, когда нас порицала либеральная буржуазия на съездах и митингах, а бедный народ боязливо помогали там наши поступки, чтобы сбросить вековую для нас, чтобы братски встретиться между собой не защилось своего полного суда. Помни, как мы с тобой дружно жили 2 года вместе, как мы лихорадочно работали в одни революции. Ой, 12 мая 1917 года. В архивном фонде Максима Кирилловича Муцла сохранилось около десятка писем Платона Ильинского, часть которой была уже подготовлена к печати Гуляевым и опубликована была в столетии Платона Ильинского. Это в основном письма из Томска конца 1917 года. К сожалению, архив Платона Алексеевича не сохранился. Как вы знаете, в годы репрессии именно архив весь забрали, и потом по прошествии 18-19 лет, когда умалчивалась Платона Алексеевича, уже после реабилитации мы просили возвратить архив, но так вот нам ничего не придумали. И в ответ тогдашний, что архив прежнего хранения, деревянном ящике, все отцелело, что не было. Так вот попали, значит, письма, переписка, фотографии. Но радости нашей, что вот архив Максима Кирилловича сохранился, и мы вот видим письма Платона Алексеевича, его другу, такие восторженные юношеские письма. Платон Алексеевич посвятил своему другу стихотворение «Не все равно». Оно было написано в 19 году во время ссылки в селе Казанка Томской области. И потом в своей программе философской произведения «Красный шаман» он посвятил другу. Он написал: «Максим, ты мне как брату говорил, цени слова, не распыли их дух, не отступайся в мечте своей, не падай, не сдавайся, не робей. Да будет так, как ты сказал, Максим, да светит свет твой над путем моим». Максим и Платон до трагического конца жизни оставались верными друзьями. Тот и другой погибли в годы сталинских репрессий, были одновременно реабилитированы посмертно. Неизвестно действие их власти, но деяния и идеи их живы. В 1922 году была организована, родилась наша республика, телевидение, которое уже составляет 81 раз. Вспоминается и грустный 1987 год, перестолетие Максима Кирилловича Муцла, когда после развала КПСС был разбор лингвистических отношений к слову коммунизм. Юбилей прошел более чем скромно. Но колесо истории продолжается крутиться, опять переоценка ценностей и характерных приоритетов. И 27 сентября была принята декларация о государственном суверенитете Республики Саха. Так на практике воплотилась идея экономической самостоятельности республики. Но были
подняты на щит имена Берг под автономию Якутии. И первым среди них были имена Максима Апостола, Платона Аюрского, Степана Шипова и Сидора Бараха. На такой вот ноте разрешите мне завершить свое выступление. Желаю всем собравшихся здесь. Тут много молодежи, это наше будущее. Вот давайте все вместе бороться за их духовность, чтобы они выросли не Ивановыми помощью, родства не имеющими корней, а чтобы они выросли достойными гражданами нашей республики. Я хочу маленький такой сувенир вручить музею Платона Аюрского через год. Это будет первым таким вот моей личной лекцией. Представляется Протодьякову Михаилу Александровичу, главе муниципального образования Татинский улус Республики Саха-Якутия. Уважаемый президент Республики Саха-Якутия Светлана Анатольевич, глубокоуважаемый председатель Государственного собрания Климент Николай Иванович, дорогие гости, дорогие жители села Татарского улуса, родин славного сына народа Саха Максима Кировича Мосова. Сюда я прикомандирован как представитель Татарского улуса, родин другого гения народа Саха Платона Алексеевича Аюрского. Они абсолютно дружили, вместе учились, работали руководители партии и первым правительством Советской Якутии. С юных лет они только знали, только через русскую революцию они могут принести якутов и других народов области к свободе и самоуправлению. Они были первыми пламенными революционерами, организаторами советской власти, которая впервые дала якутам национальную свободу и государственность. Они были оба признанными легендарными вождями народов Якутии. В 1921 году, 13 апреля, в городе Омске, Слепцов Платон Аюрский впервые послал перед Сибирским бюро ЦК РКП вопрос о предоставлении Якутии автономии. «Пора нам», — сказал тогда Аюрский, «планистам стать во главе автономии якутского народа и возглавить национальное культурно-экономическое возрождение Якутии». Аюрский первый председатель Губрекома, Наркома, первый председатель ЕСИ, нарком просвещения и здравоохранения Якутской автономной социалистической республики, первый председатель правления Союза писателей Якутии, основатель Якутской школы и науки. В 1935 году создал множество лет Институт языка и культуры. Словом, он положил основу национального возрождения якутов. Он вместе с друзьями Амосовым и Бараковым вели правильную национальную политику республики. Бережно относились к представителям беспартийной национальной интеллигенции, продвигая их на общественные посты. Якутский народ хранит в сердце своих сынов. О чем говорит президент Республики Саха и председатель Государственного собрания Татарский улус в этот знаменательный для нас всех день республики. Пользуясь случаем, я передаю большое спасибо трудящимся Татарского улуса президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Анатольевича Турова за объявление 2003 год годом Платона Алексеевича Аюрского и оказанную финансовую помощь для проведения мероприятий, посвященных 110-летней годовщине со дня рождения великого поэта и руководителя Платона Алексеевича Аюрского. Этот указ имеет очень глубокий смысл. Под этим указом подразумевает дальнейшее развитие и укрепление государственности, преемственность власти общества, развитие экономики, сплочение народов и улусов республики, развитие экономики, культуры, образования, языка и литературы. С праздником вас! Его именно продают поэт Суячи, великий он дорогу отпустят. Слайчидова туйкан юзреттерлиген, онна айырлиген. Олого революционер искусствоны кекиветтен, олорбут айбыт сурипыт кейін. Оннағымдан орта болған тірәбді артас ретіптен отырттан, ұчыдауы тарта
онлук оотурун экетабар болан улур улускайдар сокулалаптар интроекттар ойнускайдар көлбеден тақтадыр әріптірі. Таланлар жүзінен тақтыл ұлттан әйеға Максим Киров Шоморжын жонылар ұлақан ойындағы әрді болды. Республика önünün bayılır. Bir komisyaya музей государственности. Прошедший год был годом Алексея Алексеевича Колоковского. И вот в связи с этим вышла очень хорошая книга недавно. Вот передаю директору музея и обещаю, вот в связи с годом Аюнского издается полный сборник сочинений и Ломхо. И вот это я после опубликования издания предоставлю вот Хатырскому музею. Слово предоставляется Федору Сергею Иннокентьевичу, начальнику отдела молодежи муниципального образования Верхневилюйский улус Республики Саха-Якутия. Күннен күнде республика күнін тылақтыра, өтіптар, намуруын толықтақтыра. Уважаемый президент, вице-президент, члены правительства, депутаты Государственного собрания жители Намского улуса. Мы собрались сегодня в День Республики на родине одного из лучших сынов якутского народа Максима Кировича Амосова, 81-ю годовщину создания якутской государственности. Народная мудрость говорит, трудные для народа годы появляются исключительно твердые в своем стремлении люди. Именно благодаря таким людям создается история народа и государства. В истоках создания Якутской ССР вместе с Максимом Кировичем Амосовым стоят Платон Алексеевич Аюнский, Сидор Никифорович Барахов и другие сыны якутского народа. Сидор Никифорович родился в Верхневилюйском улусе, учился в Вилюйске и Якутске. Активно принимал участие в борьбе за установление советской власти в республике. В 20-х годах работал первым секретарем Коммунистической партии Якутской ССР, руководителем Совнаркома, исполнительного комитета, принимал непосредственное участие в организации структуры новой власти на местах. Во многом благодаря новой военно-политической линии примирения, проведенной Амосовым и Барахом в Якутии, прекратилась гражданская война, в кратчайшие сроки восстановилось народное хозяйство и начала развиваться якутская культура. Мы, молодежь Верхневилюйского улуса, чтим имя Барахова, Амосова, Аюнского, гордимся своим земляком. И в этом году в рамках объявленного года Платона Алексеевича Аюнского проведем мероприятие, посвященное 105-летию боевого соратника и друга, единомышленника Аюнского и Амосова, нашего земляка Сидора Никифоровича Барахова в Верхневилюйском улусе. На примере таких людей, как Аюнский, Амосов и Барахов, мы, молодежь, ощущаем ответственность за судьбу своей республики, ее прошлого, настоящего и будущего. От имени муниципального образования Верхневилюйский улус преподносим дар музею имени Максима Кировича Амосова, работу художника Николая Иннокентия, в котором изображен Сидор Никифорович Барахов.
сделана картина. Ему было 29 лет. Он был участником московского, в Москве 13-го съезда ВКПБ. Фотографии они снимались втроем. Максим Кириллович Амосов, Сидор Никифорович Баратов и, по-моему, в общем, еще раз разрешите поздравить от имени Нижневильского вуза вас с Днем Республики и пожелать всего хорошего. Роману Гавриловичу, главе муниципального образования Тюргинский УЛУС Республики Саха-Якутия. Дорогие друзья, сегодня знаменательный день, день увековечивания истории государственности, жизни и деятельности видных государственных и политических деятелей Якутии. Понятие государства и государственности существует в нами. Каждый народ во все времена стремится к объединению, солидарности. Поэтому история государства – это история народа. 1632 года судьба якутского народа, 1632 года судьба якутского народа накрепко сплелась с исторической судьбой России. Все события, успехи и падения, изменения в стране мы принимаем вместе. При царской России, при советской власти и на современном этапе мы единое село. За все это время чувство дружбы между народами всегда стояло на последнем месте. Первая половина 20 века стала судьбоносной для многих народов мира. За короткое время человечество прошло через мировые войны, революции. С 1922 года Якутия впервые в своей истории получила статус государственности, автономии. Из якутских семей, живших в Орласах, вышли яркие представители якутского народа, которые своим природным талантом для образования встали на защиту интересов народа. Это поколение жило и служило идеям свободы и равноправия. 20-е и 30-е годы их годы, вспоминая о том, как они словно соревнуясь, уходили на руководящие посты по всему Союзу, испытывая чувство восхищения и горести. Восхищение от того, что есть такие люди мирового масштаба у народа. Горесть от того, что они не прожили свою жизнь полностью и пали жертвами сталинских репрессий. Из Тюргинской земли в это время также вышли выдающиеся люди, которые занимали ответственные руководящие посты и вложили свою лепту в становление государственности Якутии. Мы всегда помним их имена: Степана Васильева, Семена Сюльского, Семена Донского II, Михаила Нгажевского, Александра Габышева и многих других светлых имен. Мы благодарны судьбе за то, что в это непростое время на руководящие посты республики вышли настоящие патриоты, дальновидные политики. Их жизнь и деятельность на многие годы определила будущее республики. Дорогие друзья, от имени жителей Тюргинского УЛУСа поздравляю вас с Днем Республики и в свою очередь хочу преподнести материалы о выдающихся людях из Тюргинской земли, сыгравших большую роль в становлении государственности Якутии. Спасибо. Слово предоставляется Афанасьеву Николаю Степановичу, главе муниципального образования Вилюйский УЛУС Республики Саха-Якутия.
представители администрации муниципального образования Вилюйского ВУЗа разрешите поздравить День республики и с открытием музея истории государственности нашей республики. Огромное значение и идейный смысл, заложенный в построении музея имени государственного деятеля Якутии Максима Кирилловича Мосова. Глубоко символично, что величественное здание музея стоит на земле, где родился, провел детские и патриотические годы Максим Кирович Амосов. Еще в 17 и 18 веках лучшие люди, сыновья якутского народа, Мазары, Базеков, Сафрон Саранов, Алексей Арзаков стремились нести институт национальной и государственности управления Якутии. Результатом их деятельности стало открытие в 1827 году Якутской степной думы, которая явилась одной из важнейших ступеней развития государственности. Следует воздать должное и в деятельности губернаторов Якутской области и избранников округов в укреплении государственности. Мы, миличане, гордимся тем, что в истоках государственности стояли и наши земляки Степан Максимович Арзаков и Степан Филиппович Гоголев. Образование Якутской автономной Советской Социалистической Республики в 1922 году стало главной вехой развития советской государственности. Наша республика стала суверенной республикой в составе Российской Федерации. Принята новая Конституция и основной закон Республики Саха-Якутия. Учрежден парламент республики, госсобрание Тюмень, введен институт президентства. В этот период развития демократической государственности, несомненно, значителен вклад первого президента нашей республики Михаила Николаева. В настоящее время, в начале 21 века, развитие и укрепление демократической государственности Якутии связано с началом творческой деятельности президента нашей республики Вячеслава Анатольевича Штрова. Еще раз я поздравляю всех вас с Днем Республики и разрешите мне вручить директору музея архивный материал нашего музея про наших земляков-революционеров Степана Максимовича Арзакова. И еще раз приветствую вас всех с праздником. Слово предоставляется внуку Семена Сюльского, главе муниципального образования Волнский УЛУС Сюльскому Сергею Августовичу. Уважаемый президент, уважаемый председатель Государственного собрания, уважаемые гости, и прежде всего разрешите принести слова благодарности и признательности от Сюльского Семена Львовича. Он не смог приехать ввиду сложившихся обстоятельств и передает слова благодарности руководству республики, лично вам, Слава Анатольевич, за приглашение принять участие в торжествах, посвященных Дню Республики и открытию музея государственности. Семен Семенович Сюльский, к сожалению, его деятельность мало освещена, мало знакома нынешнему поколению населения республики. Он родился в 1908 году в Сюльском наследии Юргенского УЛУСа. Фамилия Алексеев, но впоследствии он принял фамилию Сюльский. В 1933 году он закончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена. В 1946 году окончил высшую партийную школу при ЦК ВКПБ в городе Москве. В 1947 году указом Президиума Верховного Совета он был награжден орденом «Знак почета». Но его жизнедеятельность в основном была посвящена развитию образования, просвещения республики. И он в 1937-1938 годах работал наркомом просвещения, затем в 1946 и 1948 годах министром образования. За эти годы Семен Семенович внесен значительный вклад в развитие образования республики.
Также он был председателем управления по делам коммуникации, культуры и искусства. Он значительное время деятельности уделял материально-технической базе школ, и особое внимание он уделял изучению русского языка в якутских школах. Сохранились выступления его и научные изыскания, которые говорят о том, что он очень большое значение придавал изучению русского языка в якутских школах. Также он внес свой скромный вклад в деле разрешения произведения отцов якутской литературы Полуховского, Неустроева, Сафронова и Платона Юнского. Разрешите зачитать строки секретного донесения министра ГГБ Речкалова на имя первого секретаря Борисова. Касаясь книги Башарина, бывший министр просвещения СССР Крымский говорит: Чемизов, Башарин и я добились разрешения произведения отцов якутской литературы Полуховского, Неустроева, Сафронова. Мы думаем добиться этого отношения произведений Аюнского, но это сопряжено с большими трудностями. Сейчас помолвку произведения Аюнского решает Башарин и должен написать труд. После этого только будет разговор. Мы добьемся правды в отношении отца Аюнского. Это донесение было написано в феврале 1952 года, но этим словам суждено было сбыться, так как Сюрский в мае того же года был при загадочных обстоятельствах убит. Разрешите мне поблагодарить руководство республики еще раз за такое высокое доверие и вручить передать дар музею книгу, которая выпущена усилиями родственников и Натальи Семеновны Красельской, дочери, и Нюрбинского вуза, администрации Нюрбинского вуза, и материалы личного архива. Слово предоставляется Румянцеву Николаю Иннокентьевичу, депутату Государственного собрания Якумен Республики Саха-Якутия. Вахтылдақ, Анатольевич, Вахтылдақ, Николай Иванович, Вахтылдақ, Владимир Вахтылдақ, күнді намылығын құлаптақта. Егере, бүгін мен республикасынан техникаға делегін барамын. Онда бұл әкеттік барып, беттердерге өттен сұрамын, бәрке көрдік. Бірге Землякпын, ұлу кейінен Максим Кириш Омолтап, Елсаратниктара, Платона Юнскай, Исидор Барака, Кинет Турутулардан, Тағатая, Автономия Республика Олықта. Оқырдым, білеген бейге Тағамын тірі, Аңдырдыға, Алмағынан, Көмімінен, Үті үлін жырларынан, Үті культуратынан, Олимпиада Чачалы Тақар, Улус спортсменларынан білді. Оқырдым, бұл тұрдағында Президент, Варна правительства, Көмірінен, Бөлігінен, бет қана жаққалара, Ағуы қолуқтата, ақтырдың баран кәрген кәлемдер, Қағадыр түрім тұғынан, Жоңғыва тәркеға тағаттылар. Өсті бейді, Кристовары бүтін, Республика күйінен әғаттелейбін, бағарағын қыстан құрдық тұрулердің, олықтығыға сетигені, бүліктер сетигені, олықтығыға жолып, онна бары жүгейі. Қой болыр. Онда аяқ сұра, Слово предоставляется Калякину Дмитрию Панкратьевичу, главе муниципального образования Намский ВУЗ Республики Саха-Якутия. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, уважаемые гости, друзья. Стало доброй традицией отмечать знаменательные даты в жизни нашей республики на родине выдающегося государственного деятеля Максима Мосова, царевны нашего вуза. Разрешите всех нас поздравить с Днем Республики, с днем, который неразрывно связан с историей государственности нашего народа, жизнью и деятельностью великого якутской семьи Максима Мосова, Платона Юнского, Исидора Баракова, Степана Прокопова, Степана Васильева и других.
какие бы ни давались оценки разным народам прошлой истории и беззаветная преданность выбранного пути своему народу, вера в созидательную силу труда, честность и бескомпромиссность всегда и во все времена будут достойным примером для всех нас и новых поколений. Как известно, наш музей открылся как мемориальный и посвящал жизни деятельности Максима Сергеевича Мозга. С превозданием его музея истории государственности появляются широкие возможности для обсуждения и глубокого изучения всей прошлой истории людей. Мы сегодня благодарны всем, кто принял непосредственное участие в создании музея. Сегодня перед нами стоит грандиозная задача приобретения и обучения широкой истинной форме народовластия местному управлению. История, которая уходит в глубину нашей истории. Поскольку насколько мы полнее и глубже всесторонне изучим и подходим в опыт прошлых поколений, на пути к становлению государственности, и он во многом напрямую зависит успех сегодняшних начинаний. Мы убедимся, что весь путь поиска государственности начинается со времен Тыгына, первых посвятителей, Союза якутов, Степной Думы, найдет достойное отражение экспозиция истории музея государственности. Это будет дан уважение память исторического деятеля прошлого. В этом заключается историческая справедливость. Для этого имеется все условия. Поддержка нашего президента, правительства. При активном участии новых членов разрабатывается концепция музея. Создан попечительский совет. И главное, глубокая убежденность в правоте необходимости создания и развития музея истории государственности имени Максима Сергеевича Мозга. Разрешите заявить, Вячеслав Анатольевич и дорогие гости, что администрация муниципального здания Навского ВУЗ, депутаты ВУЗного собрания и все жители ВУЗа будут достойны памяти удавившегося земляка и приложат все усилия в преодолении трудностей и решении задач повышения уровня жизни в благосостоянии населения. И позвольте всех вас искренне поздравить от имени жителей Навского ВУЗа с Днем Республики, пожелать вам благополучия, доброго здоровья и счастья. Уважаемый господин президент, уважаемые гости, сегодня, в День Республики, в районном центре состоится конкурс «Чтецов мой аюрский». А всех нас пришли поздравить дети, победители школьного конкурса, посвященного 110-летию Платона Алексеевича Аюнского. Aspetken bilmeden tezildir bu kadar, Аюнской Платон пахана хаттыдыр. Ulu akça boyunda revolüsyon buğda, alakalık uğurda, soyunsuz burçuluğda, Kara narotlarının erkelak asidesin, Аюнской yıldıra, uyduraktırı. Poetlığından kılınan eder süre kodundan, üniversiteler naroduları üyeli kadar toybuza. Üyelerde okullar, Ürdük sanayisi kadar müşküle cehildiler, ünlü her günlerde. Görgeyden dağıldığım ki oldum, bilmez edildiğin sanaydım bunlardan. Kınat komandan sandalatı o, tağın doğru yoktuğun, sıra kodun gözden sanat görünce yaptım. Çayfı sanalar, çağlar ortalar, çağkay maksımının çağkat geriyede, güçlerlik sıdırdık görümden asıldım, sahabık sargıdığım salayan verbızgın. Kini ılgıyı taslar yürüyüsür, serden ısatlanadırın, kini olak mintigaç büyükürüsür, bir bağımdan soyun. Oyep doyep otlaktılan, narodların ülkiyetinin, içite cevap olan, güleş sarı göğeden görevettiği soyuyorsun. Süpsükler, sürbenler, sürbeni suyabız, bağızkan bağlatlar, balkırdan kemigen, bulatır mırbız, bulağı köyde, bulağı sebepke, uydur doybuda. Будущее республики надо общими усилиями, на лучших традициях прошлого и настоящего. А нас сейчас приветствует ансамбль «Русская душа».
гореть в огне. Зачем казак из степи умчал на вороном своем коне? Зачем ты встретился со мной, когда тонул коня пари? Зачем чуванной красотой казачки сердце подари? Ах, судьба моя, судьба, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Зачем бросал средь цветы мое полночное окно? Зачем сверкнул ты, как солнце свет, когда темно? Зачем желанный ты такой, как синеглазый вешний зон? Зачем в станице за тобой казачки ходят табуном? Ах, судьба моя, судьба, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Ах, судьба моя, судьба, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Ты